Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Лето для школьников – время каникул, отдыха, но и отличная возможность для первых серьезных шагов во взрослую жизнь. Многие подростки стремятся подвести эти месяцы с пользой, не только отдохнуть, но и заработать свои первые деньги, получить ценный опыт и попробовать себя в разных профессиях. Но как найти подходящую и безопасную работу, какие варианты предлагает государство и на что обратить внимание родителям и самим ребятам, об этом сегодня поговорим с гостем студии. Георгий Иванович, добрый день. Добрый день. Расскажите, какова вообще ситуация у нас в республике с занятостью несовершеннолетних? По занятости несовершеннолетних у нас государственной программой предусмотрены такие мероприятия. Ежегодно мы организуем у нас в республике трудоустройство, временное трудоустройство во время летних каникул ребят от 14 до 18 лет. На это из госбюджета выделяются деньги республики. И, во-первых, это временная занятость несовершеннолетних детей от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Здесь мы по плану должны трудоустроить не менее 2848 детей. На данное время практически 2200 детей уже работают, и получается, мы до конца еще должны трудоустроить порядка 600 детей, да, до конца августа. Дети в основном работают по благоустройству территории, озеленению, растениеводству в огородах, при школьных участках и так далее, да, у предпринимателей. Плюс они работают по благоустройству, например, памятников каких-то. В основном работодателями выступают администрации поселений, бюджетные какие-нибудь организации, предприниматели. В таком ракурсе. И второе мероприятие – это тоже временное трудоустройство несовершеннолетних в оленеводческих хозяйствах. Это мероприятие только у нас в республике реализуется. Здесь, если в первом мероприятии, например, служба занятости выплачивает трудоустроенным ребятам финансовую поддержку в размере 7300 рублей, это помимо зарплаты, получаемой от работодателя, то по второму мероприятию, по работе в оленеводческих хозяйствах, здесь мы выплачиваем субсидии работодателя на возмещение заработной платы детям. В этом году отбор прошли 11 работодателей из 5 районов: Алданский, Кобяйский, Момский, Тампонский, Ущанский районы. Здесь 11 работодателей трудоустроили, и сейчас 61 подросток работают в оленеводческих хозяйствах чум-работниками, помощниками оленеводов. Но есть же у нас еще и какие-то проекты в республике «Моя первая зарплата», если я не ошибаюсь. Да, такие проекты есть. «Моя первая зарплата» осуществляется в рамках социального контракта. Если семья, например, в семье у ребенка есть какая-то трудная жизненная ситуация, то по линии социальной защиты он может пойти трудоустроиться и получить по этому проекту заработную плату. Кроме того, у нас давно действует закон о квотировании рабочих мест. Те работодатели, у которых свыше 35 членов в организациях работников, то они выделяют 1% от этой численности на квотирование граждан, испытывающих трудности, в том числе и подростки, получается, да? И в рамках данного закона сейчас 18 работодателей трудоустроено 27 подростков. И для того, чтобы развивать все-таки трудовую занятость, уже третий год у нас в республике действует и конкурс «Трудовое лето». Госкомитет занятости совместно с Министерством образования и науки республики мы организовываем это. Конкурс проводится среди муниципальных образований республики, и по итогам определяются по 3 группам: промышленные районы, сельские районы, арктические районы.
Вот по вот этим 3 группам определяются первые, вторые, третьи места, и ребята, которые ну, победители, они награждаются путевками в Сосновый Бор. Но вот для того, чтобы трудоустроить подростка, там ведь тоже надо соблюдать свои тонкости. Например, неполный рабочий день, и работа должна быть не тяжелой. Что еще? Да, действительно, трудовым законодательством закреплены некоторые нормы, требования по трудоустройству работодателя. Ну, во-первых, подростки трудоустраиваются только начиная с 14 лет. Вот, и вот эти трудовые отношения обязательно должны быть закреплены трудовым договором с закреплением всех требований, условий труда и так далее. Да? Ну и, конечно, здесь щадящий режим, то есть укороченный рабочий день. Здесь, получается, ребята 14-15 лет, они должны работать не более 4 часов в день, а уже более старшие, например, 17-летние, 17-летние ребята уже могут работать 7 часов в день. Вот. Также обязательны перерывы, запрещается работа с вредными условиях, вредных для здоровья условиях. Кроме того, в ночных клубах запрещается работа, в каких-то, например, игорном бизнесе, чтобы моральные устои ребенка как-то защищать, да? Ну и получается обязательно недопущение к опасным, вредным условиям труда. Также для того, чтобы устроить на работу, обязательно вот эти дети должны проходить, конечно, медосмотры. Вот. И соблюдение норм оплаты труда в зависимости от времени работы. А как-то ведется соблюдение трудового законодательства? Здесь, если, конечно, есть какие-то нарушения, то необходимо обращаться в компетентные органы, в госинспекцию труда, например, можно в прокуратуру. Ну и, конечно, со стороны службы занятости тоже мониторятся условия труда у тех работодателей, с которыми уже ребята подписывают соглашение именно через службу занятости. А есть ли какие-то трудности, которые возникают при организации летней занятости? Да, трудности, конечно, есть. Ну, во-первых, это малое разнообразие рабочих мест. Вот, как я сказал, это в основном благоустройство, озеленение, сельскохозяйственные работы, сезонные и так далее. Да? Вот, и хотелось бы, чтобы было более много разных направлений для того, чтобы ребенок, конечно, когда работает, он же не только получает заработную плату и учится работать, но и своего рода профориентация тоже. Вот этим летом он проработал по одному направлению, следующим летом по другому направлению, и уже ищет себя, находит, чем интересуется и так далее. Вот в этой части. Во-вторых, это, конечно, ограниченность средств госбюджета. В этом году мы вот по этим 2 мероприятиям охватываем только 2900 детей, тогда как раньше мы охватывали больше 3000. Это из-за того, что минимальный размер оплаты труда растет, а вот эти материальная поддержка, субсидии, они зависят от минимального размера оплаты труда. И, соответственно, снижается охват по этим мероприятиям. Да? Ну и сложности в привлечении работодателей. Вот мы говорили о рамках, о требованиях трудового законодательства при трудоустройстве детей. И вот эти требования все-таки как-то из-за этих ограничений работодатели воздерживаются от трудоустройства несовершеннолетних. Ну, для того, чтобы в какой-то степени себя обезопасить. А родителям и детям на что надо обращать внимание при трудоустройстве? Ну, при трудоустройстве обязательно на условия труда, обязательно должен быть подписан трудовой договор.
а, чтобы придерживались режим работы. Например, вот я ранее сказал, что 14-15 лет ребята должны работать не более 4 часов. Вот, например, вот эти. Работа в вечернее время тоже. Некоторые ребята даже работают в каких-то ресторанах до позднего вечера, и потом говорят, что они развозят и так далее. Вот. Но между тем здесь в ресторанах, конечно, распитие спиртных напитков может быть и так далее, поэтому это очень не рекомендуется. Вы отметили, что до конца августа планируется трудоустроить еще определенное количество ребят. Какой совет можно дать подросткам, которые, вот, может быть, хотят поработать в оставшееся летнее время? Да, здесь, конечно, когда ребята работают, они учатся уже зарабатывать деньги, они уже узнают стоимость денег и так далее. Поэтому все-таки я бы порекомендовал подросткам работать в свободное от учебы время. И для этого советую обратиться в службу занятости, в центры занятости населения по месту жительства. Вот. В каждом районе есть территориальные центры занятости, и у них имеются полная база вакансий работодателей, которые могут трудоустроить и желают трудоустроить подростков. Они полностью проконсультируют, дадут направление на работу и помогут трудоустроиться. Здесь, конечно, не надо бояться, просто надо или позвонить, даже чтобы обратиться в центр занятости, можно и туда не ходить, а зайти из телефона на портал трудвсем.ру и уже подать заявление. Ну а в перспективе какие-то, может быть, появятся новые формы или направления работы, как думаете? Да, сейчас, конечно, рынок труда не стоит, он развивается, появляются новые профессии. Наши ребята тоже, дети, очень быстро развиваются, они осваивают лучше, чем взрослые осваивают новые появляющиеся профессии. И, конечно, будем надеяться, что количество работодателей будет увеличиваться и, соответственно, разнообразие профессий по летней занятости тоже увеличится. Ну что ж, Георгий Иванович, большое спасибо, что пришли к нам сегодня, рассказали о детском труде. Оказывается, это несет не только материальную пользу, но еще и профориентационную. Спасибо, приходите к нам еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.